то время как число ханьцев, которые стекаются в Восточный Туркестан, продолжает увеличиваться день ото дня, китайские власти усиливают давление на уйгурских девушек, принуждая их заключать брачный союз с китайцами. По последним данным, Пекин запретил проведение религиозного бракосочетания по мусульманским обычаям в городе Кашгар. Согласно новостям радио «Свободная Азия», когда сотрудники радио связались с народным правительством округа Токузак для подтверждения данной информации, им так и не удалось добиться ответа. А другой сотрудник местного управления подтвердил, что на данный момент свидетельства о браке выдаются без проведения религиозного обряда никах. Кальбинур Сиддык, которая избавилась от преследования Китая и уехала в Европу в 2019 году, сообщила, что 3 года преподавала китайский язык в Урумчи и стала свидетелем того, что китайские оккупанты совершают по отношению к уйгурам и другим тюркам в исправительных лагерях. Кальбинур Сиддик заявила, что физическое и психологическое насилие в исправительных лагерях, которые китайцы называют образовательными центрами, достигло ужасного уровня. По ее словам, среди заключенных нет ни одного китайца. Большинство арестованных молодые люди, женщины среднего возраста и пожилые мужчины, осужденные по религиозным обвинениям. Женщина рассказала, что заключенные подвергаются бесчеловечному обращению. Им вырывают волосы и заставляют принимать неизвестные стерилизующие препараты. Кальбинур Сиддик отметила, что молодых женщин подвергали групповому насилию, в котором принимали участие и китайские полицейские. Женщина заявила, что узники наблюдают за гибелью сотен людей, которых каждый день подвергают всевозможным видам насилия и трупы которых выбрасывают подобно мусору. От увиденного многие теряют рассудок, говорит Кальбинур Сиддик. В момент, когда по всему миру заговорили о свидетельствах и фактах трагедии, происходящей в Восточном Туркестане, Государственный департамент США вновь подверг критике китайское правительство за репрессивную политику в регионе. В интервью телеканала Fox News по этому поводу официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США обеспокоены последствиями принудительных абортов и методами контрацепции, применяемыми китайским правительством в отношении уйгуров. Китай отвергает критику по этому поводу и стремится дискредитировать международные отчеты и мнения экспертов, таких как Адриан Зенс. Политика Госдепартамента США и слова сотрудников департамента о том, что они будут следить за ситуацией, повысили интерес международного сообщества к данному вопросу. США сделают все возможное, чтобы не дать России и Китаю поставлять оружие Ирану, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Когда санкции ООН вернутся, Соединенные Штаты используют весь свой потенциал, чтобы китайцы и русские не могли поставлять Ирану вооружения, которые угрожают нам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы они также не получили деньги от того, чтобы быть глобальным поставщиком оружия, сказал он в интервью телеканалу Fox News. Помпео повторил критику в адрес Великобритании, Франции и Германии, которые не поддержали решение США продлить эмбарго на поставки оружия Ирану на неопределенный срок. «Я думаю, что для мира действительно опасно поддерживать Россию и Китай по данному вопросу», отметил Помпео. В районе устья реки Янцзы неподалеку от Шанхая столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Были обнаружены трупы 8 из 14 пропавших без вести. Танкер, перевозивший 3000 тонн бензина, столкнулся с баржей, нагруженной песком. Сразу после аварии нефтяной танкер загорелся, а грузовое судно затонуло. Спасатели оперативно прибыли на место и спасли 3 из 17 членов 2 экипажей судов, которые в результате столкновения оказались в воде. Власти Шанхая сообщили, что пожар удалось локализовать. Ситуация под контролем следственной комиссии.